Здравствуйте, это информационный выпуск сегодня в студии Георгий Плиев. Смотрите в выпуске. В последний путь сегодня проводили участника специальной военной операции, военнослужащего 4-й российской военной базы Ромео Плиева. Бойцы нескольких осетинских добровольческих отрядов вместе с российскими военнослужащими выполняют боевые задачи в Курской области. Посол Абхазии в Южной Осетии передал матери Владимира Хугаева, героически погибшего в Отечественной войне Абхазии в 1992 году, госнаграду Братской Республики. Сегодня в Южной Осетии простились с павшим бойцом специальной военной операции Ромео Плиевым, до последнего вздоха плечом к плечу сражавшимся с боевыми товарищами, отражая посягательство на национальные интересы русского, нашего общего мира. Ромео Плиев – военнослужащий 4-й российской военной базы. С первого дня специальной военной операции пребывал в зоне боевых действий. Плиев, воин по духу, как настоящий осетин, достойнейший представитель нации, не остался в стороне, когда русскому миру, его русским братьям, вновь понадобилось надежное плечо друга и брата. Вместе с родными и близкими павшего бойца с Плиевым простились представители руководства республики, российского посольства 4-й военной базы. Ромео родился в 1980 году, закончил 12-ю среднюю школу. С самого юного возраста отличаясь порядочностью и отзывчивостью. Первым приходил на помощь пожилым соседям и, как свидетельствуют его однофамильцы, был одним из лучших представителей фамилии Плиевых. من تا گوشه تاز خست کنه فتوخ کتا شما در این تر هوش ما گرادم در هوش و زاق تکتای من ما خشراش دستم شپر دست مساج از راز ما هوش تکت با خود توی مشما سری بار کتای کوی ما گل پو با خود توستر از زاق تاگه من راست من اینو سوم بلد شوه واندونای. В самом начале военных действий на Донбассе Ромео, не мешкая, направился на защиту русского мира, нашей большой родины. Им двигала безусловная решимость помочь людям, столкнувшимся с похожими историческими перипетиями, пережитыми в свое время народом Южной Осетии. Боец Плиев считал это святым долгом и прямой воинской обязанностью, до последнего проявляя доблесть и героизм, присущие не одному поколению осетинских воинов, отмечали боевые товарищи на траурном митинге. نرستجه نگاده مگن در یابون نولوام چی در این طرفشه گیابون هاش و زاقت تاگمه شمای در این طرف فایی پرت کنم من اشوند آگرازرستان نرستجه هاومای. В настоящее время боевые товарищи Ромео Плиева находятся на передовой, с удвоенной силой продолжая дело погибших фронтовых друзей. بیره کبات لپوت ایست نما هاو خشت بدره مخشومه کوبا قدم استم خوشومه بقد نفکر تاش و زوقت تکتا خشت فوان نیکوی بالا هاوش قد تکتن صبر ترخچه اول کمان در این بستار یا قبول خستک خیون یول در سبینون رسول مجبه خینانیز نموشته است بروی ایسا خوشوش از دور زد. Близкие Ромео Плиева выразили благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты. Павшему бойцу было 44 года. Без отца осталось 3 детей.
32-ю годовщину начала Отечественной войны абхазского народа в Цкинвале у мемориального комплекса «Защитникам Отечества» почтили память героев грузино-абхазской войны. К монументу возложили цветы, выразив историческую солидарность с братским народом Абхазии. В Южной Осетии почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии. К мемориалу защитников Отечества были возложены цветы и венки. В памятной акции приняло участие руководство республики, представители общественности, жители и гости столицы. Абхазия понесла очень большие потери. Она прошла очень сложный путь. Там воевали и осетины, наши братья. И тот героический путь особенно важен сегодня. Сегодня важна история, когда мы видим, что и в зоне специальной военной операции воюют и абхазы, наши братья, и осетины, бок о бок, и русские ребята. И очень важно, мне кажется, даже вот в это время, особенно в это время, помнить те сложные вехи в истории, которые проходил и наш народ, и абхазский. И ровно поэтому мы сегодня сюда пришли, чтобы почтить память, выразить солидарность с народом Абхазии. Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. Жертвами грузинской агрессии стали около 5000 человек. Мужественно братский абхазский народ защищали и наши соотечественники. Одними из первых они прибыли в зону боевых действий и встали на защиту мирных жителей. Многие так и не вернулись с поля боя. Одним из первых на помощь истекающей кровью тогда Абхазии прибыли наши добровольцы из Южной Осетии, прошедшие боевой путь. И есть такое астинское слово «нефсебеох». Вот они вселили надежду. И, естественно, стояла задача остановить противника и не дать возможность вообще продвинуться дальше. Посол Абхазии выразил благодарность народу и руководству Южной Осетии за то, что каждый год вместе с абхазским народом они вспоминают невинных жертв и героически сражавшихся ребят в Отечественной войне народа Абхазии. В Абхазии помнят и глубоко чтут память тех ребят, которые сложили свои головы. К сожалению, пролилась и осетинская кровь. 7 наших доблестных, достойных парней, они сложили свою голову за свободу и независимость Абхазии. В Абхазии это хорошо все помнят. Безмерно благодарны осетинскому народу за то, что воспитали таких достойных сыновей. И я должен сказать, что огромная благодарность, конечно, руководству республики, которые сегодня организовали вот это мероприятие. Это говорит о том, что на самом деле наши отношения носят поистине братский характер. Вот желаю всем здоровья, желаю процветания и мира нашим народам. 14 августа – День памяти защитников Отечества. В этот день во всех городах и районах Абхазии возлагают венки и цветы к памятникам и могилам погибших в Отечественной войне абхазского народа. Зарина Кочиева, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня в Абхазии отмечают День добровольца, памятный день, посвященный добровольцам Северного Кавказа, Юга России и других стран, пришедшим на помощь Абхазии во время Отечественной войны 92-93 годов. Сюжет Стеллы Бязровой. Добровольцы из Южной Осетии одни из первых отправились на помощь абхазскому народу и поддержали его в борьбе за свободу и независимость. Югосетские ребята принимали самое активное участие в Отечественной войне народа Абхазии. В посольстве Абхазии в Южной Осетии сегодня чествовали тех, кто проявил мужество и героизм на абхазской земле. Посол Алан Елбакиев поблагодарил ребят за отвагу и самоотверженность. Хочу поблагодарить добровольцев из Южной Осетии, которые внесли огромную лепту в эту победу. В Абхазии помнят, чтят подвиг всех добровольцев и безмерно благодарны народу, осетинскому народу за то, что воспитали таких достойных сыновей. С первого дня агрессии грузинские боевики расстреливали мирных жителей, подвергали их пыткам, сжигали дома и села. Остаться в стороне от происходящего в братской Абхазии было невозможно, особенно нам, южным осетинам. В Южной Осетии были сформированы боевые отряды из числа местных жителей, которые с первых дней войны пришли на помощь абхазскому народу. 15 числа уже выдвинулись наши первые добровольцы, и 18 числа уже приняли бой в районе города Гагра.
И благодаря стойкости и мужеству нашим ребятам эти грузинские наступательные действия были остановлены. И с этого момента началась в Абхазии уже контрнаступательные движения. 15 число что Мухтаров 92 года. Хубовые зохто кодест лапутана заутма. Мароим лапутана зохту без даже не ожидал, что я сайрем бродежест. Дервис лапута жудест текстиль как основное прис лапута. Манафитчо потук кадем дест 92 год. К сожалению, многие из югосинских добровольцев не вернулись на родину. В числе тех, кто погиб во время грузино-абхазской войны, был Владимир Хугаев. Указом президента Абхазии Хугаев посмертно награжден медалью за отвагу. Награду передали матери героя. После абхазский посол и югосинские добровольцы возложили цветы к памятнику «Скорбящий ангел», отдав дань памяти погибшим героям. Стелла Бязарова, Сармат Гудитаев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Осетинские бойцы в составе нескольких национальных добровольческих отрядов вместе с российскими военнослужащими направлены на выполнение боевых задач в Курской области. Оксана Джоева с хроникой событий. В Курской области шестой день продолжаются ожесточенные бои. На помощь российским войскам уже подоспели бойцы осетинских добровольческих отрядов. Ребята, находящиеся на передовой, уверены, что и здесь выполнят все стоящие перед ними боевые задачи. Мы сейчас находимся в Курской области. Мы работаем здесь уже почти неделю. С самого первого дня событий, которые происходят здесь, с момента прорыва вооруженных сил Украины в Курскую область. И мы прибыли сюда в числе первых вместе с штурмовыми отрядами Сарматы, состоящими из выходцев из Северной и Южной Осетии, состоящих из ребят осетин. Это сейчас, на тот момент они еще расквартировывались, но сейчас уже провели разведку и приступили к выполнению боевой задачи, к выдавливанию противника за территорию, к уничтожению противника. И сейчас наши ребята осетины проявляют себя наиболее громко именно в штурмовых действиях. И здесь, опять же, куда я не сунусь, будь то 810-я бригада морской пехоты, будь то добровольческие подразделения, везде, как и в любой области специальной военной операции, я встречаю наших ребят-соотечественников осетин. Вместе с ВСУ на стороне укронацистов воюют такие же фашисты-грузины, которые, следуя своим доблестным традициям, не упускают возможности лишний раз снять видео и щелкнуться на вечную память. Мы хорошо помним август 2008 года, и тогда снятые грузинской армией видеоматериалы стали свидетельством их военных преступлений на территории Южной Осетии. Сейчас плечом к плечу с российскими солдатами сражаются осетинские воины, бойцы сразу нескольких осетинских батальонов. Многие из ребят защищали свободу и независимость Южной Осетии в 2008 году. По их словам, защиту рубежей России они считают своим долгом, ибо в 2008 году именно Россия встала на защиту нашей Родины и спасла осетинский народ от полного истребления. Короче, наши друзья России все сделали за них. Мы приехали с Южной Осетии. Наши... Помочь русским братьям? Да, помочь. Они тоже нам много помогали, а мы тоже... Ты про 2008 год, да? Да. И мы тоже им всегда помогаем, будем помогать. Пользуясь случаем, на родину привет передадите. Иратта розма, цхиндвал в период. Салам ват Иратта, джабах бен толхаттар, базар да мохсиат, джабах волшида. Победа будет за нами. И Ростон, Валах и Суд. И Скамоцалканут, все будет хорошо. Пока мы здесь, противник никуда не прорвется. Скоро мы их отобьем. Мы верим, что наши бойцы продолжат с честью выполнять свой воинский долг, и победа будет за нами. Оксана Джоева, Зарема Арсоева, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня.
Своим чередом идет подготовка к новому учебному сезону в учреждениях юго-осетинской системы образования. О том, как школы и детские сады в Дзавском районе в настоящее время справляются с плановой повесткой, расскажет Яна Плиева. В Дзавском районе началась подготовка к новому учебному году. Текущий ремонт ежегодно начинают в августе, чтобы успеть к первым числам сентября. Ремонтные работы проходят и в дошкольных учреждениях. Ранее руководство детского сада поселка Дзау обратилось в районную администрацию с просьбой помочь им в восстановлении забора по периметру детского сада. Уже сейчас во дворе трудятся рабочие. администрация хишома тбилт ванда Николаевна я шарам бумбира аманен мана навоварта дар сет кутто значит кушчетана мир ройсумр бошавенч ройсума изарма тенгжа бах кусенч майерен авдо тасогнен пендарнишамай олудженис аманен сорочестия кудембале хофта аман монен нуж мана нагоджелне хабартадар мана ерен сенжабр мана хишатта канам من نوم در قوش در اتسوارن من نیت خیدر نه نزاخته وی در قوم سرازم من نادابلینی در جنیم آلش در استیم و مخزن جابر منوج هم نکرتس رسوخت کنم بایدم نخی تختی اما اون در قوم گراس آتش در تما وی در سرات جستم. Текущий ремонт проходит также в 2 районных школах. Дирекция школ заранее подготовила план необходимых ремонтных работ. За последние 2 года мы провели объемную работу по ремонту школ и детских садов в районе. В настоящее время к новому учебному году проводится подготовка в детской школе. Там работы начались, значит, заменили 3 входных дверей в школьных помещениях, в классах, которые вышли тоже из строя. Значит, проводится работа по укладке плитки в санузлах. Частичный ремонт проходит и в Гуфтинской средней школе. В одном здании здесь располагаются школа и дошкольная образовательная группа. В пищеблоке рабочие частично поменяли плитку. Сейчас проходят работы по благоустройству территории. Были проведены ремонтные работы. Конкретно был установлен радиатор у нас в фойе, потому что температурный режим не соблюдался, прохладно бывало в классах. Была уложена плитка в пищеблоке. Были заменены плафоны, новые установлены в дошкольной разновозрастной образовательной группе. В течение 2 недель все работы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году будут завершены. Яна Плиева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. Прогноз погоды на завтра. В республике завтра ясно. В Знаурском районе днем плюс 25, ночью плюс 18. В Дзавском районе днем плюс 24, ночью плюс 14. В городе Квайсе днем плюс 21, ночью плюс 13. В Ленигорском районе днем плюс 26, ночью плюс 15. В Цхинвале днем плюс 25, ночью плюс 16. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.